Правоохранительные органы теоретически это часть правозащиты. Теоретически в нормальной стране представитель правоохранительных органов это человек, который защищает права человека, охраняет его от преступников. А в нашем случае, не только в нашем, но в таком условно узбекско-африканском случае, правоохранительные органы часто это всего лишь бейджик на бандите. Бейджик, дающий дополнительные возможности бандиту. И очень важно, чтобы люди, которые оценивают те или иные запросы о депортации, чеченцев, ингушей, да и не только их, депортации на родину, в руки правосудия, чтобы они понимали, что выдавая человека по таким запросам, они участвуют в похищении, а иногда и уничтожении человека. Это надо понимать совершенно определенно. Что наши губернаторы и герои России, и депутаты Государственной Думы зачастую это убийцы безо всяких метафор. Это организаторы заказных убийств. В нашей Государственной Думе несколько убийц. Луговой, Демирханов. Это депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Среди наших губернаторов есть серийные убийцы, как Рамзан Кадыров. Есть просто организаторы заказных нападений на людей, как губернатор Турчак, который сегодня находится в самой элите российского общества, в администрации Кремля. Эти люди носят на себе абсолютно прекрасные бейджики, но те люди, которые на Западе принимают решения о депортации людей по запросам этих людей, должны понимать, что участвуют в бандитизме, участвуют в уничтожении людей. Абсолютно легитимные механизмы выдачи преступников используются для получения в руки своих политических противников, просто личных врагов, как в случае с Рамзаном Кадыровым. Это надо понимать совершенно ясно. Декарт говорил, что надо договариваться о терминах, и что люди избавились бы от половины несчастья, если бы договорились о содержании терминов, о содержании слов. Вот давайте договоримся о содержании слов. Когда вы видите надпись «Представитель правоохранительных органов», Следственный комитет Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации, представитель Интерпола со стороны Российской Федерации, вы должны иметь в виду, что с огромной вероятностью вы имеете в виду с участником бандитского формирования, который имеет просто неограниченные возможности на территории Российской Федерации.